камлазым ел, менен камлазым турахында хочется. Ол шул хатлык изумительный, исключительный самородок. Характеризуя Камиля Абдрахмановича, я бы сказал, он был талантливым человеком не только в науке и в преподавании. Он был талантливым человеком во всем. Бабушка рассказывала, что идиоктом писали на воротах, что враги народа. В нашей семье это сильно как бы аукалось, это почувствовалось. Это было такое достаточно революционное в то время начинание, которое вот он довел до конца. Мне кажется, что отец, вот у него много было вот от этого. То есть он совершенно ничего не боялся, отец. Бах, занавес открывается. А вот сейчас перед вами выступит человек из народа. Он хочет исполнить вам песню. И там «Урала!» Отец выходит, начинает петь. Камиль Абрахманович Валеев родился в 1934 году в Белорецком районе Башкирской АССР. Таким образом, будь он сейчас жив, выглядел бы почтенным старцем. Хотя тем, кто его знал, наверное, трудно себе представить живого, активного, постоянно поглощенного деятельностью для кого-то отца или брата, для кого-то коллегу или шефа в подобном образе. В памяти родных и друзей он остался далеко не старым человеком, ушедшим из жизни в зените сил и научных достижений. Когда мы говорим о личностях, а Камиль Абдрахманович, безусловно, был личностью, необходимо обязательно связывать с тем временем, когда он жил. Где бы ни работал человек, в науке, в искусстве, в общественной деятельности, они отражали свое время, свою эпоху. Поэтому, когда мы вспоминаем о Камиле Абдрахмановиче, мы должны вспомнить это 70-е годы, конец 60-х, 70-е, 80-е, 90-е годы, когда он активно работал в Башгосуниверситете. Он создал свою научную школу. 50-е и 60-е годы были ознаменованы бурным развитием советской науки, в частности, физики. В СССР появились первые нобелевские лауреаты Лев Давидович Ландау, Николай Геннадьевич Басов, Александр Михайлович Прохоров. Физика была чрезвычайно популярна среди молодежи. Не зря же именно в те годы возник известный спор между физиками и лириками. Конкурс на физические факультеты вузов взлетел до 10-15 человек на место. Неудивительно, что Камиль Валеев выбрал именно это направление научного знания. Мектепте дәрісті қалтыру уйдала жоқ. Уйдала жоқ. Бір келге күзгі уақыт жеткен бәрәңкі қадырға керек. Шунан бүтіні біз әңкей бүгін көгіне мектепке бармағыз енді. Күн матурда бәрәңкіні қады бітіріп қойайық. Доктор наук мынау Камил абзайым, икенші абзайым айта, Нұрияти, илалети, әңкей бізді мектепке берін. Шунан мен алар құшқасын илайым. Шунан барығыз, яра, өзім бітіріп қоярым кітабыз. Бүттіні біз Ашумақар мектебін, онды бітірдік. В 1951 году Камиль Валеев каким-то чудом поступил на физико-математический факультет Башкирского педагогического института, впоследствии превратившегося в Башкирский государственный университет. Нам, естественно, было все эти годы нелегко. Особенно в годы войны. В годы войны было всем трудно, а детям врага войны действительно было вдвойне трудно. Эта трудность продолжалась и в годы войны, и после него. Я хочу сказать лишь один эпизод. Когда после 10 класса мне надо было получить паспорт, для получения паспорта я обратился к председателю совета за справкой. Председатель совета, положа руку на сердце, мне сказала: «Как же, Камиль, я тебе дам справку, ты же все-таки дитя врага народа». Но все-таки спасибо ей, она справку дала, и я доучился до профессора. Сыну отбывающего наказание бывшего военнопленного, ложно обвиненного в числе сотен тысяч других красноармейцев в измене родине, вряд ли можно было рассчитывать на поступление в вуз из-за этой щепетильной детали биографии.
Тем не менее, Камилю Абрахмановичу это удалось благодаря невероятной целеустремленности и пробивным качествам характера. Улы апайым 42-ден сейіл бітті, әті пілінда тип, піліндей балағы тип, аттестат бермәлілер. Справку беріп сығайдылар. Бабушка рассказывала, что идиоктом писали на воротах, что враги народа, и все как бы... Но в нашей семье это сильно как бы аукалось, это почувствовалось. Біздің ғайленің тәрбиесі, осынаным, әлбетте, әнкейден болды. Әнкей біз шул хатлық көслі хатын болды, бүтін яқлап, шул хатлық намыслы. Аның мана шылайтып хүйлегені қатырымда. Бір келкеті қапқа түбіне сықтым даты, күту қайтқанын күтіп тұрам ті. Худан Нұриям ху алып қайтып келе. Рамилім барған бұдауды алып қайтып келе. Камилім арбаға утын тиеген хүреп қайтып келе. Шамилім лесхуздан іштен сығып келе. Бар хылаты бір қапқаға ти. Біз бір қапқаға бұғас, біз шуңа бір бешей алдық. Мать Камиля Валеева, Сара Ахмедшаховна, приходилась младшей сестрой лидеру башкирского национального движения начала 20 века, историку-востоковеду Ахмедзаки Валиди Тогану. В период советской власти его имя как политического оппонента Ленина и Сталина упоминалось только в негативном ключе. Несмотря ни на что, Сара Апай прикладывала неимоверные усилия, чтобы не только прокормить своих 5 детей, но и дать им приличное образование. Бірнесік жоқ, балаларға ырызық жоқ, өздерінің ағайын бәрмені келіп ап қайтып кеттілер, ауылларына, Қаралыға, Беларут районына. Шылайтты біз қайтып 1-2 ел анда тұрдық. Шынан балалары өскеннен өселер, қазір Шамил'ні оқытаға келе, бетінде Мәриям'ны оқытаға келе, балаларымды хүйреп кейрем ақарға келдім. Шынан алар әйбет етіп оқи башланылар, мәктепке қайтқасы ұтын ташылар, шында біріне бірі ептеш болып, шул текіл татыр-матыр етіп анда яшап алып кеттік. Сара Ахмедшаховна не только заложила в детях стремление к образованию, но и оплачивала их учебу, несмотря на голодные послевоенные годы. Ишеккенә кыен булмаһын, без үзебезнең укуыбыз белән әнкәймә кыенлык китермәдек. Ул һәр вакыт мәктәптән шатланып кайта торган иде. Тик шуны һәсе булды, хугы 8нче класстан башлап түләүле укыттылар. Буны бик кыен булды, чөнки акча табу кыен иде. Дело в том, что в 1940 году постановлением Совета народных комиссаров в стране Советов было введено платное образование не только в высших учебных заведениях, но и в средних, начиная с 8 класса. Лишь в 1956 году, уже после смерти отца народов, образование вновь стало бесплатным. У папы было, наверное, очень большое чувство упорства, наверное. Он же очень большие трудности перешел, когда достиг всего этого, наверное, он, сам себе удивлялся, как он всего этого, к этому всему пришел, потому что не из простой семьи, и обучение было платное, бабушка старалась там, стирала, что-то делала, как-то она оплачивала его обучение, потому что они учились платно, и он, и младшая сестренка папы. Bundan nita betinde bana. Hazır kareta hatып alıp, ikmek yok. Usul ki yılgahına varıp, şu karetala Mart ayında hıv kaynatalar, toz kaynatalar. Tozdu şu tukka halalar da tuk uşlaytı enkeyte. Hıv ağaptır arka boylap, arkasıyla nüvteti. Şunu avul boylap yürüp, ikmekke nige almaştırıp, şundan şul toz bilen Belarus sığıp kete yeyolap. Bana şunun menin gajab menetem isem kitab. Ol vakitte bit halk Rusya etmişler lizme выжить. Анын иң билим берерге. Расстояние от села Макарова и Шимбайского района до реки Усолки составляет более 40 километров, а уж до Белорецка будет не менее 150 по прямой через горы.
Горные тропы и дороги были хорошо известны матриарху семейства Валеевых. Медвежье гнездо, там медведи, а в те времена-то уж вообще, наверное, тоже никто не ходил. Как не боялся. Один раз ее унесло. Было половодье, она, значит, со своим там скарбом что-то там тащила и унесло. Потащила, она думала, все, я, значит, утону. А там дети голодные. Говорит, что ты, говорит, меня там... Я ухватилась за ветку. Из последних сил на берег выбралась, сижу, плачу, потому что выбралась на тот же самый берег. А туда как? С продуктами же очень сложно было. Вот тогда бабушка уходила, там же горные районы. Вот у нее ноги начали болеть из-за этого, потому что весной надо было через горную воду это переходить, обратно возвращаться. А папа оставался за старшего. Но бабушка определенную еду оставляла им. И он сам не ел. И вот говорят, с голоду пухнет. Вот это вот было с папой. У него была такая особенность, что вот он припрятывал еду, а потом, когда наступал совсем голодуха, он сам не ел, хоп, вытаскивал, а вот там у меня этот есть, там горбушка хлеба. Полуголодное детство, обусловленное общей ситуацией в стране, отсутствием отца, отбывающего наказания в сталинских лагерях, а также клеймо члена семьи изменника Родины и врага советской власти, приучили детей Сары Ахмедшаховны во всем полагаться только на свой ум, свои силы и способности. Со временем эта установка переросла в твердое убеждение, что, говоря словами поговорки, упорство и труд все перетрут, что нет ничего такого, чего не мог бы достичь человек. Камиль Валеев в этом отношении был очень похож на своего дядю Ахмед Заки Валиди, которому один из учеников дал следующую характеристику. Он был человеком стальной воли. Это его главнейшее качество. Он никогда не уклонялся от борьбы и никогда не прекращал ее, не добившись результата. Бабушка рассказывала эти истории про Валиди. Она говорила, что он приезжает, значит, слезает и палец засовывает в дырку шинели. Говорит, мына меня, говорит, большевиктар атталар. Стреляли большевики. Ну, действительно, у него простреленные полы. То есть он скакал. И вот я Хатиряляр его помню, читаю, там тоже, что за ним там гонялись и стреляли. Это уже частенько было, человек так был бесстрашный, видать, Валиди. Мне кажется, что отец, вот у него много было вот от этого. То есть он совершенно ничего не боялся, отец. Мы приходим на концерт там, народной самодеятельности, значит, сидим, значит, отец сидел, что-то на первый раз усвистал. Я, значит, сижу, жду его, нет. Бах, занавес открывается. А вот сейчас перед вами выступит человек из народа. Он хочет исполнить вам песню. И там «Уралым!» Отец выходит, начинает петь. Ну, это такой был ябай-кэши, как говорят. Характеристика ябай-кэши, то есть простой человек, в первую очередь отражала его манеру держаться просто и непринужденно, идти к цели кратчайшим путем, что нисколько не противоречило тому факту, что Камиль Абрахманович был глубокой и многогранной личностью. По окончании в 1956 году физико-математического факультета он хотел поступить в аспирантуру, но опять же помешали анкетные данные, несмотря на то, что культ личности Сталина в том же памятном году был развенчан, а реабилитированный отец вернулся из мест заключения. Ол университетті бітті, шул хатлік ітлік біле бітті бетінде. Бір тин ақса yok. Общежитие бермейлер, пленный валахы. Квартирға төлерге керек, яшарға төлерге керек, институтқа төлей. Біз мәктепке төлейбіз, ол институтқа төлей. Рамил армияла. Хәзір оқып біткені шул хатлік Хырай университетта лаборант болып қалтырмайлар. Әлі қайда Бүргенге оқытусы етіп еберділер. Бүргенден Ишімбайға көсіп, анда оқытусы болып, шунан тәкем университетқа теге сұрағы өткәс, еш специалистің университетқа келіп, лаборант болып орынлашты. Хәзір әліге теге направление Хырай аспирантураға бермейлер. Хәзір бұл нетіп Челябинский облысқа геологический разведкаға инженер болып ішке орынлашып, шунда Валиди туған екенін білмейлер, пленный екенін білмейлер, направление берділер аспирантураға. Таким образом, будучи лаборантом Челябинской геологической партии, Камиль Валеев получает долгожданное направление в аспирантуру Института физики Земли Академии наук СССР.
Видимо, в Челябинске сквозь пальцы смотрели на некоторые подробности биографии соискателя. В 1966 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию. На следующий год молодой ученый возвращается на родину, в Уфу. И вот Камиль Абдрахманович поехал тогда в Московский государственный университет, кафедра геофизики. Там он защитил кандидатскую диссертацию и вернулся сюда и начал работать. И поскольку интерес к физике была очень большая, и Камиль Абдрахманович был тоже, его деятельность, так скажем, была в тренде, он создал свою научную школу. Он активно работал в 70-е, 80-е, 90-е годы. Я могу сказать, вот эта школа работала достаточно результативно. Выросли доктора наук в этой школе. Один из учеников Камиля Абдрахмановича, доктор физико-математических наук, профессор Московского государственного университета Валерий Иванович Максимочкин писал: «В это время стали широко использоваться физические методы для изучения внутреннего строения Земли. В аспирантуре он занимается исследованием электрических свойств горных пород при высоких давлениях, характерных для земной коры и верхней мантии. Эти исследования имели большое значение для изучения земных недр методом магнитотелургического зондирования. Чтобы получить опытный материал для лабораторных исследований, Камиль Абдрахманович часто снаряжал экспедиции в горные районы республики». Ну, наверное, самые яркие впечатления из детства – это в первую очередь поездки в экспедицию. Родители даже маленького Ильнура брали с собой, и отец умел вот очень хорошо организовать как быт, там и студенты были, и школьники были, так и, наверное, работу. И меня удивляет в отце, наверное, это такая уверенность в себе, что он брал на себя ответственность взять с собой не только студентов, они 18-летние, уже совершеннолетние, но он уже брал еще и школьников и с собой. Мама преподавала в школе, и у нее были ученики. И вот отец брал большую грузовую машину, если был тент, был с тентом, если не был тента, он там палатку ставили рыжую, которая была, не знаю, откуда видно. И вот там стелили матрасы, и мы ехали по горным районам Башкирии. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Института геологии башкирского филиала Академии наук СССР Мурат Абдулхакович Камалетдинов писал: «Камиль Абдрахманович занимался важной и сложной научной проблемой – магнетизмом литосферы Земли. Данная область знаний на стыке физики и геологии представляла собой целину, где отсутствовала научная школа, не было крупных теоретических заделов, неопределенной представлялась методика исследований. Иными словами, не было протаренных путей. Таким образом, Камиль Валеев был первопроходцем, напоминавшим моряка, который вышел в открытый океан, не имея в своем распоряжении карты, но который, благодаря интуиции, дерзости и бесстрашию, все же сумел найти путь к своей цели». Это была чистая геофизика. Это не какая-нибудь скважинная геофизика, а именно история Земли. Каким образом формировалась Земля. И самое главное, он нашел оригинальный способ. Они нашли, это московская школа, естественно. Они, изучая магнитные свойства горных пород, выясняли возникновение земной коры, там какие-то явления в земном шаре, какие проходили. Потому что все это в магнитных свойствах пород, оно запечатлено. И Камиль Абдрахманович сделал одну вещь, которая сделала его, я считаю, известным. Он отошел от магнитных свойств горных пород, а начал изучать чистые минералы и их магнитные свойства, и туда ввел чисто такие фундаментальные физические понятия, и горные породы он начал изучать как чистый магнитчик. И здесь он достиг очень больших результатов. Вот его в Москве признавали его школу, и его ученики защищались в основном в Московском государственном университете, кандидатские, докторская диссертация. То есть он нашел свое лицо в этой геофизике.
Как вспоминал профессор Максимочкин, на физическом факультете мало кто верил, что результаты его работы могут принести плоды и могут быть представлены на соискание научной степени доктора физико-математических наук. Однако Камиль Абдрахманович со свойственной ему смелостью и решительностью, что называется, бросился в омут с головой. Он верил в отстаиваемую им концепцию и сумел доказать свою правоту. Этот период, вот 70-е, 80-е, они чем были интересны? В науке тогда была очень сильная конкуренция. Чтобы стать доктором, профессором, было, ну, скажем, довольно тяжело, потому что все советы были в Москве, в Ленинграде, в Свердловске и так далее. И надо было показать себя настоящим ученым, чтобы им доказать, что ты достоин этого звания. И поэтому, в общем-то, в такой тяжелой, жесткой конкурентной борьбе Камиль Абдрахманович сумел выстоять и выстроить свою школу. В 1984 году в Московском государственном университете состоялась защита диссертации Камиля Валеева «Магнитные свойства горных пород при высоких давлениях и температурах и проблема магнитоактивного слоя земной коры и верхней мантии на соискание степени доктора наук». Он защитил ее блестяще. Она была такой многодисциплинарной. Диссертационный совет пришлось приглашать дополнительных специалистов совета, чтобы он мог защитить диссертацию вот именно такого профиля. И глубина физической проработки его диссертации, хотя он занимался вот такими сложными многокомпонентными материалами, она была очень глубокой. В частности, углубил представление в области влияния дислокации на магнитные свойства горных пород. Это было такое достаточно революционное в то время начинание, которое вот он довел до конца. Большое внимание Камиль Валеев уделял подготовке научных кадров, физиков и геофизиков. Проработав 33 года в Башкирском государственном университете, он подготовил 3 докторов наук, 13 лет руководил кафедрой общей физики, открыл специализацию «Физика твердого тела», аспирантуру и докторантуру по физике твердой Земли. Символом того, что наука, которой занимался Камиль Абдрахманович, давала весомые плоды, это было то, что в те годы, в конце 80-х годов, еще когда был Союз, Камиль Абдрахманович сумел провести в Уфе всесоюзную конференцию по физике горных пород. Вот эта всесоюзная конференция прошла в Уфе, и это была первая конференция, которая состоялась в рамках, на базе нашего физического факультета. Имя Камиля Валеева было хорошо известно и за рубежом, причем не только в научных кругах. Я знал языки, и папе приходило периодически различные письма, из-за границы приходили очень часто письма. Он мне говорил, переведи, что там написано. И вот один случай был такой, что вот пришло письмо из Соединенных Штатов Америки из студии Стивена Спилберга. Его в этом письме его приглашали быть консультантом в каком-то фильме. Я, если честно, уже честно не помню, но вот помню, что вот был там герб Стивена Спилберга, подпись чья-то там была, его приглашали консультантом. Я говорю, папа, смотри, вот тебя приглашают, езжай, я говорю, куда-нибудь. Вот. Но он так смеялся, говорит, не поеду никуда. На самом деле таких приглашений, насколько я знаю, было несколько, там его в разные страны приглашали. Ну вот папа, он именно к башкирской земле, здесь основаться и никуда отсюда не уезжать, это было его приоритетом. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Писал в 1959 году поэт Борис Слуцкий, реагируя на развернувшуюся в обществе дискуссию относительно того, кто ныне является ведущей силой переустройства мира – гуманитарная интеллигенция или технократы. Камилю Абдрахмановичу была непонятна дилемма между условными физиками и лириками, так как он сам был органичным соединением обоих начал. При всем своем технократическом бэкграунде он был влюблен в театр, оперу и башкирский фольклор. Характеризуя Камиля Абдрахмановича, я бы сказал, он был
талантливым человеком не только в науке и в преподавании. Он был талантливым человеком во всем. Он очень хорошо, красиво пел. Во всех научных конференциях, всесоюзных, обычно научные конференции заканчиваются неким таким застольем, он всегда там пел народные башкирские песни. И все знали, что он будет петь, и просили. В лаборатории открывает окно и, смотря на памятник Салавата, поет песню вечером, допустим. Его не надо было просить: спой, пожалуйста, Камиль Абрахманович. Песня у него шла изнутри и постоянно. В конце 80-х, начале 90-х годов Камиль Валеев проявил себя как общественный деятель и организатор науки. При его активном участии создавалась Академия наук Республики Башкортостан. Он был убежден в том, что башкирскую науку, в первую очередь естественные науки, необходимо освободить от бюрократической опеки сторонних структур. Кроме того, он внес большой вклад в реабилитацию отца-основателя Башкирской республики Ахмедзаки Валиди Тогана. И дело, конечно, было не только в том, что последний приходился ему родным дядей. Как гласит конфуцианская мудрость, чтобы в государстве царил порядок, необходимо исправить имена. Поэтому Камиль Абрахманович не мог не принять участие в процессе возвращения запрещенных и оболганных имен. Ул КГБ-нан ярдам алып, рөхсәт алып, хат языша башланы. Хат языша башланы, ул вакытта Сөмбикә Америкала укыта ине. Шуннан Камил абзыем битендә аларды берәм Мәскәүдән барып, үзе каршы алды, үзенең квартирында тотты, үзе аларда яшәне, Камил абзыемнең квартирында. Одаткандалар шулай. Крушение так называемого «железного занавеса» между СССР и остальным миром позволило Камилю Валееву установить контакты с детьми Ахмедзаки Валиди, своими двоюродными братом и сестрой Исянбике и Субидеем Тоган, а также пригласить их в Уфу для участия в международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения их отца. Как он защитил докторскую диссертацию, стал заведующим кафедрой, он в первую очередь взялся за обновление всех лабораторий физического факультета. Кафедра общей физики за весь, так сказать, первый, второй, третий курс отвечает, и надо было обновить. И вот он сделал, тогда очень тяжело было, он добился, чтобы сделали ремонт, добился, чтобы определенное оснащение этих лабораторий было, но привел, так сказать, в божеский вид эти физические аудитории, большой физпрактикум, так называемый. То есть Камиль Абрахманович очень много сделал, я считаю, для физического факультета тогда. Я это знаю. Почему? Потому что я сам больше 20 лет был деканом и директором физико-технического института. И, так сказать, некую такую динамику могу честно проследить и сказать, что да, роль Камиля Абдрахмановича в истории физико-технического института его тяжело переоценить. Будучи цельным и целеустремленным человеком, профессор Валеев старался привить эти черты ученикам и собственным детям. Наш род, он имеет такое, видимо, испокон веков идет, что мы такие предприимчивые на самом деле. Если взять нашу историю, то и наши предки были такими же предприимчивыми. Мне кажется, это вот передалось и мне в том числе. Вот. И отец для меня был примером, и уже с того времени я видел отношение как раз-таки его коллег, и это у меня вызывало такую глубокую гордость, что вот у меня такой уважаемый папа, и тем самым это какой-то воспитательный эффект на меня тоже имел. Вот в большей степени, наверное, запомнилось то, как мы проводили время в деревне. Мы постоянно находились в каком-то в трудовом процессе, где отец нас приучал к
трудолюбию. И, видимо, вот это осталось все-таки, да, потому что мне сейчас очень сложно общаться с теми людьми, которые ленивые, ничего не делают. Поэтому и в жизни моей вокруг меня люди, именно которые очень трудолюбивые. Валеев Камиль Абрахманович прожил трудную, но насыщенную событиями жизнь, и большую часть этой жизни он посвятил становлению и развитию Башгосуниверситета и науки в Республике Башкортостан, писал его ученик Валерий Максимочкин. К великому сожалению, в 2000 году он скоропостижно скончался, оставив о себе добрую память у родных и близких, коллег, представителей общественности республики, всех тех, кто искренне желал светлого будущего родному краю.